Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Привет, народ! Сегодня у нас довольно интересный на обзоре будет инструмент. Но опять же, как по мне, это все интересно, как вам, не знаю. Пишите ваши комментарии. Электрический тельфер, ну то бишь сталь электрическая. Стационарная, то есть неподвижная, без роликов. Можно схимичить, перехимичить, конечно, какую-то там площадку с роликами сделать. И все это дело у нас будет ездить и кататься. Ну, правда, вручную. Мной заказан самый маленький вариант из всех предложенных вариантов. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять. То есть в этом магазине большущий выбор с отличными отзывами. Так вот, я купил самый маленький вариант. Это 125 килограмм. 250/125. Позже я объясню, что такое дробь. И покупал я 6-12 метров, но продавец прислал мне 10-20 метров. За что, конечно же, ему огромное спасибо и респект. Так, теперь смотрим комплектацию. Да, коробочка у нас совершенно маленькая. Вот размеры есть. То есть, ну, грубо 38 сантиметров на 23 сантиметра. Брутто десятка, нетто 9,7. Ну, будем считать тоже 10 килограмм. По-моему, сам тельфер 9,1, что-то в этом роде весит. Ну, будем верить надписи 9,7 килограмм. Вот так это все, друзья, у нас упаковано. То есть довольно маленький такой тельферок. Ну что ж, давайте по порядочку все с вами будем рассматривать. Достаем вот такой вот блок. И мы видим с вами два кронштейна с винтами. Вот так это все выглядит. Позже я продемонстрирую и покажу, как это все будет крепиться. Так, ну кронштейны давайте посмотрим, что и как они собой представляют. Значит, толщина металла 3 мм. Ширина тоже 3 сантиметра. Вот, и давайте, кому интересно, под какую, допустим, трубу, либо профиль, ну, будем считать 45 миллиметров здесь ширина, да. И давайте посмотрим, допустим, вот здесь, ну, плюс-минус примерно, то есть, ну, на 40 миллиметров, 45 на 40 миллиметров. Мы можем какую-то использовать профильную трубу, не то круглую трубу, диаметром, опять же, 40 миллиметров. Все это дело подвесить. Это вешается к тельферу и, соответственно, прикручивается винтами. И есть такой вот дополнительный крюк. Вот такой он на ладошке под названием полиспаст. До сих пор не знаю, почему такое хитрое имя получил данный крючок. Вот, я бы назвал его просто крючок с блоком, да, вот. Ну, полиспаст из полиспаст. Вот теперь расскажу, для чего это все дело нужно. Значит, смотрите, если мы поднимаем какой-то груз толщиной, тут тросом, ну, трос у нас 3 миллиметра, на одном тросу мы сможем поднять не более 125 килограмм. И то, друзья, если вам надо поднимать, допустим, именно в одну столку трос 125 килограмм, вы не покупайте такой маленький тельфер. Вы лучше купите от 250 до 500. Почему? Потому что в обрез, как вы сами понимаете, ни одна техника не работает, вернее, не рекомендуется работать. Процентов 20 вы должны от этого отнять, и вот у вас получится чистый вес, при котором вы как бы спокойно можете работать. Поэтому имейте это, друзья, в виду. Вот, для чего нужен полиспаст. Опять же, если мы поднимаем в один трос, то мы можем поднять, ну, грубо 125 килограмм. Если мы, друзья, хотим поднять 250 килограмм, то вот здесь мы цепляем данный крючок, блок на трос, а крючок самого троса цепляем к тельферу. Позже я все это дело продемонстрирую. Пока это так, теория, да. Теперь давайте вынимаем наш тельферок. Опа! Вот так выглядит тельфер. И у нас еще есть, друзья, инструкция. Значит, смотрите, что-то как у нас здесь выглядит. Опа! Что-то все время у меня падает. И вот такая вот яркая красочная инструкция на русском языке. Вот, с множеством разного рода указаний и предписаний. Вот, смотрите, о чем я говорил. То есть без полиспаста у нас на 1, то есть 125 килограмм. А здесь у нас использован полиспаст. Крючок цепляем к тельферу, вешаем полиспаст. У нас получается двойной трос. И это мы уже нагрузку можем использовать, умножить на 2, то есть 250 килограмм. Вот такая вот большущая инструкция. Разные тут характеристики разных, видите, талий есть. Вот обслуживание, проверка, тут все, друзья, сказано. Значит, смотрите, если мы используем какой-то теплый период времени, то мы можем использовать, как говорится, с лету сходу. Но если, друзья, мы используем в холодную какую-то температуру, то есть ниже 0, то тельфер сразу под нагрузку мы не пускаем. Мы 2-3 раза опускаем, поднимаем крючок в холостую, дабы нам
дать прогреться движку и, соответственно, смазке в редукторе. Вот как бы так. Ну и вот так выглядит наш тельферок. Значит, данные кронштейны, которые я вам демонстрировал, у нас прикручиваются вот этими вот винтами сюда. И вешается на какой-то там профиль, ну, либо на круглую трубу. Позже, конечно, сейчас пойдем с вами, мы все это дело, ну, я повешу, продемонстрирую, как что работает, что-нибудь, конечно, поднимем. Ну, а пока такой внешний осмотр и обзор. Вот такой вот висит поплавок, а-ля грузик. Ну, сам груз, конечно, дает крючок. Вот, и полиспаст мы с вами будем использовать следующим образом. Опять же, позже я вам покажу, нам надо разблокировать, конечно же, ролик, снять шайбу, вытолкнуть ось, вытянуть ролик, сюда засунуть трос, это сюда, все на место собрать. Так, это я просто здесь продемонстрирую, чтобы позже вам было немножко все это дело понятнее. Хотя, я думаю, все мужики, которые смотрят это видео, всем и так все понятно. Согласен. Значит, смотрите, ну, будем говорить, что крючок у меня вверху, вам, конечно, не видно. Этот крючок цепляем вот сюда вот за сам тельфер. И у нас получается, видите, вот уже два троса. Вот, два троса тянет. Но здесь есть один, друзья, минус. Когда мы пользуемся вот так вот с полиспастом, то у нас уже не сработает отсечка. Видите, стоит концевичок здесь. Так эта отсечка работает, вот этот вот грибок просто подходит, и она нажимает, отсекает. А здесь уже надо полностью внимание, чтобы у нас ничего не загнуло, не сломало, ничего. То есть визуальный контроль и отключение, ну, по визуальному контролю. Будьте внимательны. О, вот как это работает. Перед использованием в инструкции указано снять данную пленку. Ну, это ежику, как говорится, понятно. Ну и опять же, нужно следить за правильной смоткой троса. Всегда трос улаживается виток к витку. Вот, видите, здесь как бы лишь бы как намотано. Ну, люди пытались завернуть, соответственно, в эту вот пленку, в этот скотч. Ну, а позже он, по идее, виток к витку должен сам как бы сматываться. Есть у нас, друзья, движок. Вот характеристики. Так, плохо я не тем боком положил. Вот у нас, друзья, характеристики. Значит, смотрите, что у нас тут. 250-125 килограмм. 1400 оборотов имеет двигатель. 220 вольт, 50 герц. Ну вот, хотя движок, по-моему, на 380. Он должен как-то где-то использоваться с конденсатором. Дальше диаметр троса 3 мм. Скорость подъема 6-12 метров в минуту. Высота 10-20 метров, видите? То есть я заказал 6-12, а здесь у нас 10-20. Далее, что у нас здесь? Рабочий ток 10 ампер, мощность 450 ватт. Друзья, в магазине указано 550 ватт. Я обратился к продавцу, спросил, что за фигня. Продавец извинился, сказал, что просто на этой наклейке ну, перепутали, дали не те данные. А так, все время и всю жизнь эти движки были на 550 ватт. Нам, в принципе, с вами-то как бы и без разницы, на сколько ватт этот движок. Главное, чтобы он выполнял свои функции. То есть подъем 125-250 килограмм. Дальше, что у нас по характеристикам. Значит, дата производства 11 месяц 25 года. Ну и серийный номер даже есть. Так что вот так вот все по-серьезному. Все это дело, друзья, управляется у нас вот таким пультиком. То есть кнопочка первая передача, вторая передача без фиксации. Ну, то бишь вверх и вниз. И оснащен наш пульт стоповской кнопочкой с блокировкой. Чтобы разблокировать, ее надо провернуть по стрелочкам указанным. Ну и вот такой пультик. И, соответственно, кабель питания с заземлением 220 вольт. Конечно же, кабель питания сильно короткий. Все это дело я буду выбрасывать в будущем и удлинять кабель. Но вы сами поймите, что при производстве сюда вам никак не замотают там 10 метров того кабеля, так как это, во-первых, сильно удорожит все это дело. То есть сам тельфер дорогой, а так он стоит 250 белорусских рублей. То есть считай копейки за такой вот малыш. Поэтому кабелек кому нужно, сами меняем. И все, получаем отлично. То некоторые пишут, допустим, в отзывах, ну, не будем брать даже этот электроталь, там, любой другой агрегат,
короткий провод. А вы все знаете, допустим, если взять электропилу, там вот такой вот проводок висит, да, и все. То есть подразумевается использование какого-либо там электрического удлинителя. Ну а здесь уже голь на выдумке хитра. Хотите с удлинителем, не хотите. Открыли барно, заменили просто провод. Получили длинный провод. Вот как бы и все. Вот такая конструкция, еще раз показываю, всего этого действия. Опять же, трос, друзья, диаметром у нас 3 мм. Давайте-ка мы все это дело перемеряем. Вот видите, 3 мм, 3 даже на 1/100 больше. Тросик 3 мм, длиной 20 метров. В принципе, все, наверное. Основное я показал и рассказал. Значит, сейчас я пойду куда-нибудь его подвешу, чтобы мне было удобно показать вам и с полиспастом, и, соответственно, без полиспаста, как это все дело будет у нас работать. Все, сейчас я его еще разберу, посмотрим, что находится в редукторе, как и что. Значит, в редукторе примерно литол 24 мы можем дозаправить его, хотя смазки там, я надеюсь, положено сколько надо. Ну, опять же, разберем все это дело и увидим. Погнали! Если один человек построил, другой завсегда разобрать может. Разберем, посмотрим, что за редуктор внутри. Для этого будем сразу снимать вот это вот кронштейн самого двигателя. Берем шестигранничек М5 и все это дело откручиваем. Есть такое дело, здесь гроверы остались, поэтому не потеряйте. Вот такие вот. Один приклеился, но я его не буду срывать. Пускай будет. Так, смотрим, как это все дело отсюда вытянуть. Хоп, вытянули. Вот такой вот кронштейн. Металл, по-моему, 2,5 мм толщиной. То есть для такой малютки это, в принципе, отлично. Так, все, у нас осталась катушка. Обратите внимание, катушка на подшипнике. Опа, все легко снимается. То есть сделано все в допусках, как бы и посадках, чтобы не надо было трудиться. Ну, немножко, конечно, допуск занижен, посадочка, проставочка. Все это снимаем. Трос, видите, расклинен у нас таким клинышком металлическим, тоже из такого же металла, по-моему, 2,5 мм. Так, что у нас дальше? Дальше должно, по идее, эта катушка стянуться. Все, да, с шестигранника она легко стягивается. Вот так все это выглядит. Отлично. Ну и чтобы нам... Так, и еще одно проставочное колечко. Чтобы нам добраться до редуктора, надо с редуктора сбросить вот этот поводок концевого выключателя. Здесь у нас шестигранник на 6. Все это дело меняем. В основном я разбираю, видите, без вас это все дело, но тут интересна сама сборка и как это все дело было состыковано. Поехали. Вот, никаких премудростей особых нет. Пружинку снимать не буду. Просто заброшу, наверное, сюда и все. Вот, теперь ставим кверху ногами наш движок. Вот я опущу вниз. Все, доступ у нас идет полнейший. Просто полнейший. Ну что ж, пробуем разобрать, посмотреть. Друзья, редуктор. У нас редуктор закручен 6 болтами, винтами. Под шестигранник на 4. И 6-й винтик. Вот как бы и все. Попробую так снять. Хоп. Так, надо быть внимательным. Вот, друзья, наш весь редуктор. Смазка рекомендуется что-то типа литол 24, да, вот, или какие-то подобные этой смазки. Поэтому у нас вот есть шестеренка.
Смазка, видите, не редкая, густая, поэтому в зимний период, в период холодов рекомендуется сделать несколько холостых пусков для вот разброса и разогрева немножко смазки. Ну вот, в принципе, как бы и все. Здесь подшипник для вот этой шестерни и червяк, соответственно. То есть принцип такой же, в принципе, как мы недавно разбирали с вами пилу. Вот, и принцип такой же, как косозубая шестерня, как и в болгарке, допустим. Ну, плюс-минус. Вот, тоже будьте внимательны. Здесь есть картонная прокладочка. При разборке-сборке ее не порвать. Вот такая простая, друзья, система. Движок я уже разбирать не буду. Там, в принципе, как бы ничего интересного для нас и нету. Итак, решил я открыть и электрическую часть, показать вам. Для этого берем крестовую отверточку. И у нас есть 3 винта. Так, выкручен, но не хочет вылазить. Ну что ж, скрываем барно. Винтик выпал. Ну и видим следующую картину. То есть все как бы очень просто. Трехфазный движок, микровыключатель, который у нас отключает по полной смотке троса вот этим рычагом, да. И как бы все. Вопрос остается открытый. Где здесь пусковой конденсатор? Иначе на 220 без конденсатора все это дело у нас работать не будет. Да, непонятно. Непонятно, но я думаю, что все это дело у нас вынесено сюда где-то в пульт. Поэтому скрываем пульт и тоже, друзья, смотрим. Так, у нас здесь 1, 2, 3, 4 винта всего лишь держит наш пультик. Поэтому открываем. Ух ты! Он сильно легкий, не знаю, наверное, может быть, даже тут нет конденсатора. Что-то не пускает. Ох ты, смотри, еще 5-й винт я просто не заметил. Как всегда и как обычно у меня бывает. Так, вот наш пультик. Что мы, короче, здесь имеем? Имеем 1-я, 2-я скорость. Ну, то есть подъем, либо опускание, либо реверс оборотов вперед-назад. Ну и аварийная стоповская кнопка с фиксацией. Чтобы расфиксировать, есть у нас стрелочки, пстрик, и все готово. О, видите? Невесомый пультик, но кондер здесь есть. Что у нас за конденсатор? 16 микрофарад, плюс-минус 5% на 450 вольт переменки. Вот такие дела. Ну и все, здесь просто простая коммутация. Как бы, ну, для тех, кто понимает, тот понимает. Кто не понимает, тут объяснять я уже долго не буду. Смысла в этом объяснении как бы и нету. Все, народ, собираю все в кучу. Пойду куда-нибудь его присобачу, и мы с вами проверим, как это все дело у нас работает. Итак, вот такой конструктор я соорудил для того, чтобы вам это все дело продемонстрировать. Ну а мне данный малыш нужен для того, чтобы вот в районе подъемника, вот там вот перед автомобилем у меня получается, и повесить его на потолок, на уровне капота. То есть, когда я делаю замену ГРМ, часто приходится откручивать подушку двигателя верхнюю. И двигатель провисает. И мы начинаем там химичить. То есть, ну как я, домкрат ставить под поддон, через какую-то там брусок, все это дело подваживать, чтобы все это дело держалось. А так я подвешу вот этот тельферок и буду, соответственно, движок уже красиво и аккуратно вываживать, подвешивать при помощи пультика. Да, друзья, в моем случае высота 4 метра 10 сантиметров. Когда я все это подвешу, видите, длина пульта у нас всего лишь метр, мне это все дело придется, ну, разобрать барно и, соответственно, заменить кабель на более длинный. Точно этого же касается и вилочка. Поэтому это делается совершенно легко. Кто сам не умеет, попросите друга электрика или кого-то там еще, кто в этом шарит. Вот. Но у меня есть вот большой тельфер на 1 тонну с балкой. И есть еще одна пустующая балка, на которую в будущем, возможно, я прикуплю тельфер на роликах. Вот. Ну и не буду на своем ходу, просто чтобы хотя бы вручную таскался и тягался. Вот, видно, это все дело в будущем. Ну что, а сейчас я прицепил в 1 трос, вот такую чалочку забацал, в 1 трос, чтобы нам с вами проверить, как эта техника вообще работает. Подымет, не подымет, непонятно. Поэтому вместе с вами давайте смотреть. В качестве груза, вы сами видите, у меня подвешен, будет подвешен
снегоуборщик. Вес его плюс-минус где-то 100 килограмм. Если я прочту здесь, то я вам точно скажу тогда. Ага, здесь вес и не указан. Бензин 92. Да, друзья, вес не указан. Ну, короче, вес его плюс-минус 100 килограмм. Я надеюсь, вы сами понимаете и представляете. Ну что ж, погнали поднимать. Повесил просто вот на трубу, на вот эти кронштейны, которые я вам показывал и демонстрировал. Вперед, поехали. Просто, друзья, как пушинку. Просто как пушинку он поднял этот снегоуборщик. Можем теперь его там крутить, вертеть во все стороны и использовать, видите, подъемник даже для снегоуборщика. Замечательно. Опускаем. И обратите внимание на скорость в один трос. То есть все это происходит достаточно быстро. Мне бы хотелось, чтобы скорость была меньше. И для этого есть, опять же, у нас вот этот вот крючок в комплектный полиспаст. Значит, смотрите, я поставлю камеру ближе. Еще раз продемонстрирую, как все это дело работает. То есть берем, разбираем наш полиспаст, шайба, подшипник. Заводим за трос, вот таким образом. И собираем все, как говорится, в обратном порядке. Все делается быстро, четко и аккуратно. Так, все это дело фиксируем, конечно же, шплинтом. Немножко подгибаем, чтобы все это дело не выскочило. Ну и у нас, вот видите, крючок наш на тросике. Дальше что делаем? Так, рука у меня, руки только две, поэтому вы уж извините, я попозже вам покажу, что да как я сделал. Вот как-то так. Вот мой крючок, специальное окно, куда мы цепляем крюк и получаем уже систему в 2 троса. Вот такая вот вещица. Ну и опять же, как я уже говорил, вся эта система в 2 троса умножает наш подъемный вес в 2 раза. То есть используем, один трос может держать 125, соответственно 2 троса 250 килограмм. Ну что ж, давайте цепляем чалку. Так. Одной рукой это все, конечно, неудобно делать, но да ладно. Все, прицепили чалочку и поднимаем. Опять же, вы видите, все у нас поднято. Так, давайте, наверное, я отойду, чтобы вы сами видели, что у нас все находится в полете. Замечательный тельфер. И вот обратите внимание, в таком состоянии на 2 тросах скорость у нас тоже падает, что для меня, допустим, очень-очень хорошо. И можно, соответственно, все это дело отлично регулировать, приподнимая, допустим, в том же автомобиле двигатель, у которого снята верхняя подушка. Вы можете теперь сравнить скорость подъема на одном тросе и, соответственно, на двойном тросе. То есть сейчас я буду... Ну, скорость опускания, допустим, и скорость подъема можно сравнить. Опускаю, и отпускается он уже довольно плавно. Вот как-то так. Так, и обратите особое внимание, вот у нас тельфер подвешен, да. Когда вы будете поднимать, то грибок вот этот вот у нас уже не отключит привод. Поэтому при использовании полиспаста уделяйте особое визуальное внимание вот этой штуковине. То есть выше не поднимайте, так как все сломаете и все погнете. Уже блокировки у вас, так сказать, автоматической не будет. Имейте это в виду. Поэтому штука зачетная. Да, друзья, эта штуковина, тельферок, может использоваться не только там в гараже для каких-то механических целях. Смотрите, дедушка, бабушка в деревне живут, собрали урожай, надо урожай опустить в подвал. Как это сделать? Подвесили наш тельфер и спокойно мешки с картофелем, ну, с любым урожаем опускаем, не то вынимаем из подвала. Бабушке, дедушке легко, там, внуку или сыну приятно. Поэтому использовать его можно практически в любых целях. Габариты совершенно маленькие,
Крепление удобное, куда хотите и как хотите можно подвесить. То есть вы сами все видите, что штуковина удобная. На этом, друзья, все. Будем прощаться. Опять же, кому интересно, ссылка в описании. То есть Валберес наш любимый, да, или наших жен. Заходим, смотрим, ну, если надо, покупаем. В магазине очень большое количество разного подъемного оборудования. Будь то на цепях вот эта вот лебедочка, будь то электротали. Все, пока. Желаю, чтобы все.